Здравствуйте, на телеканале «Новый век», программа «Вызов 112». В студии Айдар Гумеров. И сегодня мы покажем последствия невнимательности. Он оттуда вот сюда пошел. Вот, здесь произошел удар. Лада Инфинити и автобус столкнулись на улице Химическая. Главного судебного пристава Нижнекамска заключили под домашний арест. В чем он подозревается? Расскажем о смертельных пожарах в Татарстане и их причинах, а также о причинах столкновения сразу 5 машин на улице Чуйкова. Это и не только прямо сейчас. Не пропустил транспортный поток, чем и спровоцировал столкновение 3 автомобилей. Вахтовый автобус «Инфинити» и ВАЗ-2109 столкнулись накануне вечером на улице Химическая. По предварительной версии, ДТП произошло по вине водителя «Лады». Мужчина выезжал с дороги на прилегающую территорию, не убедившись в безопасности такого маневра. Детали происшествия расспросила Лина Зинатуллина. Он оттуда вот сюда пошел. Вот, здесь произошел удар. Все, и меня отбросило туда. Такого маневра от водителя «девятки» владелец «Инфинити» никак не ожидал. Мужчина уверяет, что даже не успел набрать скорость, тронувшись со светофора. В какой-то момент на перерез ему выехала «Лада» 9-й модели, водитель которой выезжал с прилегающей территории. Среагировать на такое, уверяет хозяин иномарки, не было никакой возможности. Поток машин идет справа, слева как бы пусто. Я еду, получается, по второму, вторая полоса у меня. Здесь как бы разрешено, спокойно. Из-под автобуса сзади вылетает. Ладно, я вообще не понял, что произошло. Потому что он вылетел прям лоб, как бы я вот еду, и он из-под автобуса выехал прям лоб-лоб на меня в ту сторону, а это девочка. Я не знаю. Менее эмоциональное состояние было у водителя отечественного автомобиля. Мужчина сам понимал, что нарушил правила, не отрицая при этом своей вины. И добавил, что попросту не убедился в безопасности маневра. Следуя за автобусом, автомобиль меня пропустил. Я начал выезжать на вторую полосу, то есть она была свободной. Посмотрел направо и начал движение, а в этот момент с левой стороны получил удар. После удара «девятку» отбросил настоящий вахтовый автобус. Его водитель в этот момент вез пассажиров с работы домой. Тут все толкались вот в пробке, скорости-то не было. Просто у них лоб, а не получилось там. Сразу после столкновения на место ДТП прибыла карета скорой помощи. Однако ни водителям, ни пассажиров помощь медиков не потребовалась. Лина Зинатуллина, Айрат Назипов, Константин Бушуев. Вызов 112. Сразу 5 автомобилей столкнулись по принципу домино минувшим вечером на улице Чуйкова возле остановки Гаврилова. По рассказам участников ДТП, одна из машин остановилась перед пешеходным переходом, чтобы пропустить людей. Водители следующих 3 автомобилей успели нажать на тормоз, а вот водитель ВАЗ-2107 остановить свой автомобиль не сумел. В результате после столкновения на дороге образовалась пробка. Нашли спустя полгода. На реке Волга одним из жителей Казани обнаружено тело пропавшего рыбака. Напомним, 30 октября прошлого года во время рыбалки в Камско-Устинском районе пропали 3 татарстанцев. В результате работы поисковых отрядов тела 2 рыбаков были найдены. 3-го рыбака до сих пор не удалось найти. Его тело было доставлено в морг. Сегодня его супруга опознала. Она подтвердила, что это 55-летний Гришкин Игорь Владимирович, ее супруг. Смертью пожилой женщины закончился пожар в селе Русский Пакшин Мамадышского района республики. Сообщение о происшествии сотрудникам пожарной службы поступило в 8 утра от главы Красногорского сельского поселения. Он и рассказал о возгорании одноэтажного деревянного дома на улице Молодежная. На место происшествия прибыли пожарные из соседних населенных пунктов. В течение 25 минут им удалось устранить возгорание на площади 100 квадратных метров. В результате пожара погибла 70-летняя женщина. Предварительная причина возгорания – нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования. А при пожаре в частном жилом доме в поселке Старый Урусу погиб 59-летний мужчина. Сообщение о пожаре на единый номер экстренных служб 112 в Ютазинском районе поступило сегодня в 9:30 утра. На место пожарным рассказали, что сосед, увидев горящий дом, проник туда и самостоятельно потушил возгорание, вылив 3 ведра воды. В результате пожара частично обгорел пол на кухне. Там же он нашел сильно обгоревшее тело 59-летнего мужчины, предположительно хозяина дома. Предварительная причина пожара – неосторожность при курении. К слову, погибший злоупотреблял спиртными напитками. Кровля заброшенного здания загорелась минувшим вечером на улице Гаврилова. На место незамедлительно прибыл пожарный расчет. Спустя считанные мгновения огонь был полностью потушен. По предварительной версии, причиной возгорания мог стать поджог.
Хотел премию. Замысел главного судебного пристава Нижнекамска раскрыли следователи. Нияз Салахов был задержан по подозрению в превышении должностных полномочий. По версии следствия, он и ряд неустановленных лиц необоснованно закрывали исполнительные производства по долгам за коммунальные услуги. Обвинения Салахову пока не предъявили, но суд избрал для него меру пресечения в качестве домашнего ареста. Заканчивается он 3 июля. Рамиль Шайдуллин выяснил, в чем же заключалось превышение полномочий и узнал предполагаемые мотивы. Главный судебный пристав Нижнекамска подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, Нияз Салахов и его подчиненные необоснованно закрывали дела по исполнительным производствам физических лиц, должников по оплате за жилищно-коммунальные услуги. К уголовному делу приобщено 10 таких производств. Закрыты они были с января 2015 по октябрь 2016 года. Суммы долгов по каждому производству составляют от 1 до 40 тысяч рублей. Следователи уверены, приставы закрывали дела для роста показателей, которые поощряются премией. О самом Ниязе Салахове известно совсем немного. На своем посту он не отработал даже года, а до этого работал в службе судебных приставов в Набережных Челнах. Статья злоупотребления должностными полномочиями, в чем и подозревается Нияз Салахов, предусматривает наказание в виде штрафа в 80 тысяч рублей и лишения свободы на 4 года. Рамиль Шайдуллин, Светлана Шумкова, Рафаэль Ракипов. Вызов 112. Сегодня в Казанском аэропорту в 16:36 вынужденно приземлился самолет-бомбардье, принадлежащий компании Ир Аэро. Он вылетел из международного аэропорта Казани и направлялся в Иркутск, но из-за не сложившейся стойки шасси борту пришлось вернуться. В происшествии никто не пострадал, пассажиров на борту не было. 34-летнюю женщину задержали при попытке передать в следственный изолятор без малого 1 грамм гашиша. Нашли запрещенное зелье в одной из продуктово-вещевых передач. В ходе досмотра сотрудники СИЗО обнаружили в кармане джинсов сверток с веществом зелено-коричневого цвета. Изъятое вещество и задержанная женщина были переданы сотрудникам полиции. Позднее экспертиза установила, что это вещество не что иное, как гашиш. Дорожный конфликт, разъяренный гусь и мастерство обезьяны. Все самое интересное вы увидите в рубрике «Сплошные проколы». Короче, он меня подрезал, чуть аварии не было, я его остановил, сейчас держу под прицелом. Если дернется, я его застрелю. Хотели стать героями боевика, но стали звездами интернета. Крупным скандалом завершились дорожные разборки с участием сотрудников Управления специальной связи во Владивостоке. Автор видео утверждает, что его подрезал автомобиль спецсвязи, за что тот оплатил им той же монетой. Вместо того, чтобы ехать дальше, местные сотрудники спецсвязи устроили разборки на дороге, угрожая застрелить водителя, стиль вождения которого показался им небезопасным. Машину сел. Ты сотрудник ГАИ? Машину сел. Оружие убери. Машину. Не став дожидаться развития событий, автор видеозаписи уехал с места происшествия. Сейчас нашумевший инцидент проверяют в прокуратуре. А этот беспилотник залетел явно не в тот район. Забавный инцидент произошел в городском парке американского города. Местный житель, наблюдая за птицами, едва не лишился своего летательного аппарата. Снимая гусей сверху, молодой человек изрядно разозлил представителей местной фауны. Кружа вокруг них около минуты, он опустил летающий дрон слишком низко. Секундным замешательством воспользовалась одна из птиц. Сначала гусь спустил беспилотник с небес на землю, а после нанес завершающие удары. «Не умеешь, не берись». Такая реакция была у обезьяны, когда она увидела человеческую руку на кошке. Небрежное поглаживание хвостатого она явно не оценила и наглядно продемонстрировала свои навыки успокоения усатого друга. Результатом были довольны все. Лейсан Сабирова, вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50. Если вы сняли происшествие, можете поделиться своими кадрами со всей республикой и присылайте видео на нашу электронную почту и на мобильный телефон 8 98 69 112 112 или же в нашу группу ВКонтакте. В студии был Айдар Гумеров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.